Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, как 6 человек, в том числе 2 детей, погибли на пожарах за одни только сутки. А также назвал экстренной необходимостью. На меня не хватило на карточке оплатить. Мужчину задержали при попытке украсть из магазина алкоголь. И герой-любовник. Она замужем, а так не пристаешь. Нетрезвый мужчина признавался в любви сразу всем сотрудницам торговой точки. Это и не только. Прямо сейчас. Прямо на пешеходном переходе сбил 22-летний водитель женщину-пешехода. Все произошло на пересечении улиц Островского и Кави-Наджми. Сразу после случившегося молодой человек повез пострадавшую в больницу и вновь вернулся на место, где был совершен наезд. Детали происшествия в материале Алины Мусиной. Я за машиной поворачивал. Первый успел, а я не успел поворачивать. Заметить женщину, признается водитель, иномарки не мог. На перекрестке улиц Кави-Наджми и Островского он поворачивал налево. Впереди едущий автомобиль перекресток проехал. А прямо перед его капотом неожиданно появился пешеход. Водитель рассказал, что женщина вышла на дорогу, не убедившись, что ее пропускают. Но свою вину молодой человек отрицать не стал. Сразу после случившегося он отвез пострадавшую в больницу. Сильно за нее переживал и был уверен, что доставит ее куда быстрее, чем приедет скорая. Затем молодой человек вернулся на место наезда. Там оставилась, связь держим. Так состояние нормальное? Нормальное состояние. Медики диагностировали у пострадавшей ссадины и ушибы левой руки и правой ноги. Алина Мусина, Нафиса Минязова, Азат Самигуллин, вызов 112. Автомобиль взбунтовался и отказался останавливаться. Сработавшую антиблокировочную систему винит девушка-водитель Kia Rio в аварии, произошедшей на перекрестке улиц Тевцевская и Гудованцева. Из-за непокорности техники автоледи врезалась в восстановившийся автобус, а спустя время рядом не смог проехать еще один. На месте происшествия был Айрат Назипов. По рассказам участников аварии, все они двигались по улице Гудованцева. Перед перекрестком стали притормаживать, когда светофор стал переключаться с зеленого на красный. Автобус остановился, и ехавшая за ним девушка на Kia Rio также нажала на тормоз. Но машина, говорит, отреагировала на это неожиданно и вместо остановки просто поехала дальше. Двигались по светофору, загорелся желтый, начали тормозить, АБС сработало. Остановиться автоледи смогла только врезавшись в автобус. Никто из людей не пострадал. Пока водители выясняли, что и почему произошло, к ним присоединился другой автобус. Его шофер уверяет, что застрял при попытке объехать аварию. Столкнувшаяся машина не задевал. Я застрял. А назад я не буду дергаться. Проехать не могу. А пока водители ждали сотрудников госавтоинспекции, другим участникам дорожного движения пришлось испытать сильные затруднения при проезде этого перекрестка. Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112. Жизнь 6 человек, включая малолетних детей, унесли 3 пожара, произошедших сегодня ночью и утром в Татарстане. В районе 3 часов ночи в селе Каи Пылаишевского района республики загорелся частный дом. К моменту прибытия пожарных огонь уже полностью охватил дом, кровля обрушилась, и попасть внутрь дома не было никакой возможности. Ближе к 5 утра пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание. Разбирая сгоревшие конструкции дома, спасатели обнаружили сильно обгоревшее тело 82-летнего мужчины, а в соседней комнате у печки тело 49-летней женщины. Как рассказали пожарным соседи, в доме проживал пожилой мужчина со своей сожительницей, которая часто выпивала и курила в доме. По предварительным данным, причиной трагедии стала непотушенная сигарета. А в 4 часа утра вспыхнул дом в селе Сугышлы Лениногорского района. Погибли 64-летняя женщина и ее 42-летний сын. По предварительной версии, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем. Не исключено, что мужчина уснул с непотушенной сигаретой. Еще один дом загорелся сегодня около 10 часов утра в деревне Новый Сардек Кукмарского района. В результате трагедии погибли 2 мальчика в возрасте 3 и 6 лет. Информация: их родители уехали в Кукмар. С детьми осталась бабушка, которая вышла во двор. Увидев дым, она пыталась войти в дом, однако, надышавшись угарным газом, потеряла сознание. Ее успели спасти соседи, но зайти в дом они также не смогли. Главное управление МЧС России по Республике Татарстан обращается к жителям республики: не оставляйте детей без присмотра. Особенно опасно оставлять детей одних в запертых помещениях. Мошенник похитил около 100 тысяч рублей. С таким заявлением в полицию Бугульмы обратился 32-летний житель Альметьевска. Он рассказал, что в одной из социальных сетей нашел объявление о продаже дизельного топлива по низким ценам. Договорился о поставке. Продавец изначально сообщил, что привезет 10 тонн солярки из Уфы. Оплатить покупку надо будет в пункте назначения, то есть в Бугульме. Но потом потребовалась частичная предоплата. Покупатель отправил более 93 тысяч рублей, но топливо так и не получил. Оказалось, что реальным поставщикам деньги не
не поступили, а телефон мужчины уже не отвечал. Полицейские выяснили, что он заказал топливо, а потом выставил его на продажу по сниженной цене. Забрав предоплату, перестал выходить на связь и с поставщиком, и с покупателем. В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 53-летний ранее судимый за аналогичные преступления житель Тюменской области, который дал признательные показания. Он был задержан по месту своего жительства. В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Подозреваемый частично возместил ущерб. Слишком маленькая пенсия и необходимость побудили мужчину попробовать не заплатить за бутылку крепкого алкоголя в одном из супермаркетов на проспекте Ямашева. Так он рассказал приехавшим на место полицейским. Красть при этом, как уверял задержанный, он ничего не собирался. Но продавцы раскрыли Нафисе Минязовой некоторые подробности его биографии. Я пенсионер, на пенсию живу. 56-летний мужчина признается, живет на одну лишь пенсию. Денег, говорит, вечно не хватает. Порой их нет на самое необходимое, как сейчас. Утверждает, что спиртное красть не хотел, у него просто не хватило средств за него заплатить. На меня не хватило на карточке оплатить. Вот. Они задержали меня с бутылкой водки на кассе. И вот вызвали милицию. Но сотрудники магазина уверяют, мужчина к кассе даже не подходил, а целенаправленно и быстро шел мимо и платить даже не пытался. Подтверждение, говорят, есть на записях камер видеонаблюдения. К тому же уверяют, что этого покупателя знают хорошо и попадается он не в первый раз. На прошлой неделе пытались якобы тоже спиртное вынести. Да, они тут наговорят. Да. Такого не было? Не было такого, конечно. Я честный гражданин. На честность его проверят уже сотрудники правоохранительных органов в отделе полиции. А за данное правонарушение ему грозит ответственность по статье «Мелкое хищение». Штраф это будет или административный арест, решит суд. Нафиса Минязова, Азат Самигуллин, вызов 112. Полицейские Казани ищут потерпевших от действий предполагаемого злоумышленника. Как считают стражи порядка, 32-летний казанец, арендовавший помещение на улице Ильича в Казани, обманом забирал у людей электронику и бытовую технику. Мужчина разместил объявление в интернете о предоставлении услуг по ремонту. Доверчивые казанцы отдавали ему свое имущество, однако вернуть вещи обратно не могли. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража». В его доме оперативники обнаружили и изъяли залоговые билеты из комиссионных магазинов от реализации различных техники. Всех, кто пострадал от действий этого человека, полицейские просят обращаться по телефонам, указанным на экране. Московский суд Казани признал виновным 39-летнего мужчину в разбойном нападении на ортопедический салон. Камеры зафиксировали, как мужчина, дождавшись ухода последнего покупателя, в самодельной балаклаве ворвался в помещение магазина. Там в это время находились продавец и ее 9-летний сын. Угрожая ножом, забрал из кассы все деньги, а это более 44 тысяч рублей. Мужчину задержали, при себе у него оставалось еще 22 тысячи, а остальное потратил на новую одежду. Вину он признал, ущерб возместил. Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Поплатился за свою любвеобильность. В Автограде нетрезвый мужчина приставал к продавщицам одного из магазинов и признавался им в любви. Делал это долго, не смущаясь того, что девушки были замужем и сообщили об этом рекламирующему себя ухажеру. Уходить поклонник сразу всех сотрудниц торговой точки добровольно не хотел, чем и вынудил их нажать на тревожную кнопку. И так 3 раза, потому что потом возвращался, и все начиналось заново. Кто и как утихомирил его пыл, знает Алия Хайрудинова. Скажи, за что тебя задержали? Да где за что, елки. Как не за что? Ты же 3-й раз сюда приходишь, и я 3-й раз сюда приезжаю за тебя. Да где за что, елки. Приезжать в один и тот же магазин сотрудникам охранного предприятия пришлось 3 раза подряд. Встретившие охранников продавщицы рассказали, к ним навязчиво приставал мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Признавался в любви, на просьбы дать нормально работать не реагировал. В пьяном виде признаешься в любви, да? И к девочкам пристаешь, да? К этой девушке не пристаю. Ну как не пристаешь? Она замужем, а ты к ней пристаешь. Но не семейный статус девушек и не то, что они не отвечали ему взаимностью, любвеобильного мужчину не останавливало. Изначально охранники просто выводили героя-любовника из магазина и уезжали. Но на 3-й раз им пришлось вызвать полицейских. Мужчина начал оказывать сопротивление. Я к вам пристаю, что ли? Ничего. Я же не девушка, ты же к девушке пристаешь, работнику магазина. Я не пристаю, я к ним. На него надели наручники, а уже сотрудники правоохранительных органов доставили любвеобильного мужчину в полицию для дальнейшего разбирательства. Алия Хайрудинова, Нафиса Минязова, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.